Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе урожай небольшой, особенности нынешнего мандаринового сезона. На завершающем этапе в Ткварчале продолжается диспансеризация населения. Диалог культур. Международный медиафорум молодых журналистов в Санкт-Петербурге. В начале ноября в Абхазии обычно начинается сезон сбора урожая цитрусовых. Но в этом году из-за капризов погоды к процессу приступили чуть позже. Что ожидать от урожая 2015 года, выяснял наш корреспондент Нала Мукба. Мандарины в Абхазии – один из главных сельскохозяйственных культур и по праву считаются оранжевым золотом. Сбор цитрусовых – главный трудовой сезон в конце года. Но в этот раз он начался немного позже. Холодная осень повлияла на созревание плодов. Погодные условия отразились и на количестве. Из-за засушливого лета в этом году не будет рекордного урожая. На плантациях фирмы «София», одного из самых крупных цитрусовых хозяйств страны, разгар долгожданного сбора урожая. Примерно рассчитываем 600, 620, 630 тонн, вот так примерно. То, что касается реализации, хотим подать этот наш мандарин на российский рынок. Каким путем? Сами люди сюда приезжают, смотрят, выбирают и забирают отсюда самовывозом. Цитрусовый сезон в Абхазии длится всего пару месяцев, но этому предшествует долгая работа. Ведь хозяева плантаций, чтобы вырастить вот такие сочные плоды, должны ухаживать за растениями круглый год. В течение года за состоянием растений следит агроном, который принимает решение о необходимости обрезки и подкормки. Густоту убираем и два раза косим. Весной в мае месяце косим, и где-то в августе вторая косьба идет. И три раза лечим. С мандаринов необходимо аккуратно срезать плоды, чтобы они не царапались друг от друга при перевозке. Таким образом, цитрусовые можно будет хранить несколько месяцев. Местные абхазские мандарины ценятся намного больше, чем китайские, марокканские и все остальное. Поэтому мы и приехали за этим сюда. А в дальнейшем видно будет, если нас устроит цена и качество, будем дальше разговаривать. Мандариновые сады есть у большинства местного населения. Это часть семейного дела и возможность заработать. Почти все собранные мандарины идут на экспорт, как правило, в Россию. В республике они практически не остаются. Цитрусовые из Абхазии по вкусовым качествам и полезности ничем не уступают импортным. Каждый год примерно 30 тысяч тонн фруктов перевозится через границу для экспорта. Но в этом году эти показатели предположительно будут ниже. С территории Республики Абхазия было экспортировано порядка 2000 тонн цитрусовых плодов, 217 тонн фейхоа и порядка 750 тонн хурмы. Это меньше, чем в прошлом году, на 2500 тонн. Таможенные органы Республики Абхазия, как и в предыдущие годы, не взимают никаких таможенных платежей. Вот эти 10 рублей, что берут, это фирмы-посредники, то есть которые занимаются оформлением товара на себя, то есть на свое юридическое лицо, как на таможенной территории Республики Абхазия при экспорте, так и при импорте в Российскую Федерацию. Чтобы вывести абхазские мандарины на конкурентоспособный уровень, правительство возрождает производство цитрусовых, восстанавливаются пострадавшие после войны плантации. В настоящее время Кабинет министров и Минсельхоз установят закупочные цены на цитрусовые. Комиссия по определению урожая распоряжением Кабинета министров мы, занимались этим и определили урожай на уровне, общественный сектор, на уровне около 3500 тонн, частный сектор около 24 тысяч тонн. Это гораздо меньше, чем в прошлом году. И сам товар достаточно мелкий. Проект распоряжения послали. Сегодня-завтра этот проект будет подписан. Госцена на уровне, я думаю, около 12 рублей будет. Пока государство решает проблему отрасли, главная задача крупных и мелких хозяйств – успеть до начала дождей собрать и отправить мандарины за границу. Ведь эти ароматные цитрусовые уже давно стали для россиян неизменными атрибутами Нового года. Нала Мукба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В возрасте 56 лет после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжденная медалью за отвагу Наталья Анацкая. В сложный период, когда решалась судьба страны, рядом с защитниками Родины не менее мужественно сражались отважные женщины. Среди них была и Наталья Анацкая. Она родилась в далеком Свердловске, ныне Екатеринбурге, в 1956 году, но с 1970 года жила в Абхазии, в Гагре.
И когда началась Отечественная война, в составе Сухумского батальона пошла на фронт защищать страну, которую считала родиной. Герой Абхазии Сергей Матасян вспоминает сегодня Наталью сильным человеком, которая находила слова поддержки в самые трудные моменты жизни. Погиб мой брат, мой родной брат, он возглавлял медслужбу, и минут через 10, по-моему, ранили меня. Вот. И первой рядом со мной оказалась Наташа, и она пыталась мне перебинтовать ногу, у меня был разбит голеностоп. Преодолев свой страх, перешагнув через эти ужасы войны, она была в передовых рядах войны, и она, скорее всего, больше ненавидела врага, чем боялась смерти. После войны Наталья Анацкая в разные годы работала в прокуратуре Сухума и в военной прокуратуре. Неоднократно награждалась ведомственными наградами и почетными грамотами. Воспитывала сына в независимой стране, но счастье мирной жизни омрачила печальная весть о неизлечимой болезни. Наталья мужественно сражалась, как и 23 года назад, но уже за свою жизнь. Не оставили ее одну со своей болезнью боевые подруги из Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. Она оставила за собой теплое, доброе имя, и ее потеря сегодня для многих ребят, для тех, кто ее знал, как родного человека потерю оцениваешь, такое отношение сегодня к ней, когда ей было плохо, когда она умирала, это все ее лечение. Я от имени, меня даже ребята попросили, говорили, я от имени всех наших ребят хочу сказать большое спасибо Ларисе Тарба, Ассоциации инвалидов, женщин. Эти девочки, которые день и ночь, в полном смысле слова, находились рядом с ней. Ветерана Отечественной войны народа Абхазии, награжденную медалью за отвагу Наталью Анацкую, сегодня проводили в последний путь. Память о ней навсегда останется в сердцах ее боевых друзей, коллег и всех, кто ее знал. Амрамич Батимур Гугохия, Абхазское телевидение. Завтра, 24 ноября, в Сухуме состоится подписание межведомственного соглашения между Министерствами здравоохранения России и Абхазии. Об этом заявили министр здравоохранения Абхазии Анзор Ков и заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников после встречи в Министерстве здравоохранения, на которой были обсуждены детали будущего документа. Соглашение будет включать в себя 2 договора по нормативной базе лицензированию лекарственных средств, сообщает отдел информационных технологий Минздрава Республики. В Кварчале продолжается диспансеризация населения. На сегодняшний день в городе уже обследованы 1160 человек, сообщает отдел информационных технологий Минздрава. Диспансеризация проводится силами абхазских медиков на базе районной больницы. Выявлено немало людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Все прошедшие диспансеризацию поставлены на учет и включены в электронную базу данных. В Кварчале диспансеризация началась 9 ноября. Ее планируется завершить до 31 декабря. Затем врачи начнут ездить по селам района. 3 дня в Санкт-Петербурге проходил 10-й юбилейный международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур». В нем участвовали около 300 представителей СМИ из 35 стран мира. В работе форума приняли участие и наши корреспонденты. Репортаж Арифы Кабба. Уже в 10-й раз в городе на Неве в Государственном музее «Эрмитаж» собираются на медиафорум «Диалог культур» молодые журналисты со всего мира. Сотрудники журналов и газет, радио и телевидения, фотографы и фрилансеры приезжают в Санкт-Петербург в один из лучших музеев мира, чтобы в соответствии с названием форума вести диалог культур. Традиционно, открывая медиафорум, к его участникам обратился генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Культуру нельзя запретить, произнес вторя словам Петровского главный вдохновитель медиафорума «Диалог культур», председатель медиаконгресса Содружества журналистов Ашот Джазоян. Многие журналисты молодые впервые в России. И я рад, что знакомство с Россией начинается в стенах Великого Эрмитажа и в стенах, где отобрано культурное наследие всего человечества. Одной из важных частей медиафорума «Диалог культур» стали дискуссии, проходившие в Эрмитажном театре, основной площадке форума. Второй день форума начался с открытия в главном штабе Эрмитажа международной фотовыставки под названием «Я так живу». Главный штаб Эрмитажа – около 200 работ молодых журналистов из евразийского пространства. Каждая фотография – это небольшой кусочек мозаики, рассказывающий нам о том, как живут наши коллеги по всему миру.
Среди экспонатов выставки работы российских, украинских, испанских, французских, индийских, египетских, армянских фотографов. Выставка – замечательная возможность узнать что-то новое о стране, о которой мало знаешь. Среди иностранных журналистов, кстати говоря, были и те, кто знает об Абхазии. Да, Абхазии слышали. У нас ассоциируется с красивой природой и хорошей кухней, и горами. И также, в последнее время встречаются чаще Абхазия и Южная Осетия в связи с политическими событиями. Пожалуй, самым значимым событием форума стала встреча участников с мэтром российской и не только журналистики Владимиром Познером. Его выступление на форуме стало по-настоящему аншлаговым. Владимир Познер также ответил на вопросы аудитории. Мы тоже воспользовались этой возможностью. Желание Абхазии выйти из состава Грузии мне совершенно понятно. Другое дело, что возникает всегда вот эти два ключевых вопроса. Право народа на самоотделение и право страны на сохранение своих, так сказать, государственных границ. И нигде не сказано, что приличнее. Вот когда, скажем, бомбили Сербию, чтобы потом выделить и признать Косово, вот Соединенные Штаты в частности, говорили, это хорошо, это правильно. А когда Абхазия вышла, нет, это неправильно. Я спрашивал Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем, я говорю, а почему? В чем разница? Она говорит, мы так считаем. Такая же долгодушная. А мы так не считаем. Что дальше? Медиафорум, без сомнения, можно назвать площадкой уникальных возможностей. Одна из таких – посетить любое место Эрмитажа. Наша съемочная группа получила доступ к коллекции, которую условно можно обозначить как «Кавказ в Эрмитаже». Самой приятной для нас находкой в залах музея стала копия фрески с изображением царских особ позднеабхазского царства Георгия III, его дочери царицы Тамары и ее сына Лаши. В целом, медиафорум «Диалог культур» – это площадка, на которой молодые журналисты со всего мира имеют возможность делиться опытом, получать знания, встречаться с теми, кто уже стал мастером в профессии, и просто насладиться прекрасными видами Санкт-Петербурга и богатейшими коллекциями, собранными в Эрмитаже. Арифа Кабба, Саид Айба, Абхазское телевидение. Строительный бизнес сегодня является одним из выгодных направлений коммерческой деятельности в нашей стране. Это объясняется тем, что на современном абхазском рынке за последние 10 лет появился достаточно высокий спрос на различные объекты недвижимости. Прежде всего, это гостиницы и многоквартирные дома. В республике немало строительных фирм, среди которых прочное место занимает строительная компания «Акапа». Об этом наш следующий сюжет. Строительная компания «Акапа» существует на рынке проектирования, строительства и реконструкции более 8 лет. За это время она сумела зарекомендовать себя как стабильная и успешная. Добиться этого было нелегко. Еще в начале работы в компании заложили два основных принципа – собрать профессиональную команду специалистов и строить заказчикам как самим себе. Принципы заложены в формировании коллектива. Это надо обучать постоянно. Второй момент – это мотивировать. И здесь мотивация не только финансовая, но и нравственная. Надо создавать коллективы в основу нравственности, принципы трудолюбия, порядочность, честность. И третий момент – это доверие, внутри коллектива и доверие заказчика тебе должно быть. Компания постоянно развивается, осваивает новые материалы и технологии. Проектные работы выполняются с применением современных компьютерных программ. Одним из направлений компании является предпроектное обсуждение с заказчиком технических решений, которые можно применить в каждом конкретном случае, исходя из условий строительства. Как правило, это слабые грунты, необходимость надежной гидроизоляции, устойчивость здания в повышенной сейсмической зоне и при всем этом гибкие цены. Опыт и квалификация наших технических работников, постоянное внедрение в практику строительства новых инновационных технологий и материалов позволяет нам предлагать и внедрять решения, наиболее полно отвечающих запросам заказчиков. Работа с материалами системы Пенетрон, Гипердесма, наливными полами Капарол, применение технологий устройства железобетонных колонн, сложенного, но облегченного сечения, устройство безригельных систем перекрытий, возможности изготовления ангаров и цехов с пролетом ферм до 24 метров
позволяет нам находить своих заказчиков даже в такое непростое экономическое время. На сегодняшний день компания КАПА – это команда квалифицированных специалистов, способных решать задачи в любой области строительства и различных уровней сложности. Сотрудники осуществляют индивидуальный подход к каждому объекту. Для этого они создали собственную материально-техническую базу. К примеру, объект, который строит фирма КАПА. Для реализации этого проекта пришлось разработать собственный карьер. Было принято решение применять при строительстве местные материалы, но для чего пришлось разработать карьер, спустить камень до базы, подготовить его для строительства и доставить на стройплощадку. Таким в Абхазии еще никто не занимался. Специалисты компании также занимаются внутренними отделочными работами. Мастера применяют специальные средства, которые защищают стены и полы от влаги и вредных веществ. Это позволяет надолго сохранить ремонт в первозданном виде. В данном помещении мы применили технологию так называемые заливные полы. Это полиуретановые мастики, которые хорошо устойчивы к износу и нейтральны к агрессивным средам. Честно говоря, мы переняли эту технологию у европейских винных домов, которые уже много лет применяют ее. Но таких объектов тоже в Абхазии не было, поэтому мы, считайте, первые, кто применил. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. О качестве работ, проводимых компанией КАПА, говорят сами здания, которые украшают наш город. Эсма Джикерба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 65 рублей 60 копеек, евро 69 рублей 70 копеек. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 7-9, днем 19-21 градус, температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.